говорили, все, на переделку или что-то. И вот Шаршен Усубалиев, как председатель Госкино, он часто ездил сдавать это кино, помогать пробивать вот эти вещи. И вот как бы в 60-х годах, как рассказывают эту историю, он приехал с очередной партией там фильмов, документальных причем фильмов, не художественных, а документальных фильмов. А в это время там был как раз на просмотрах в Госкино где-то Жорж Садуль, такой кинокритик и киновед, очень мировая величина. Ну и они посмотрели какой-то там очередной фильм и говорят, ну все, тут сейчас киргизское кино. Вот. Он говорит, да, киргизское, ну-ка, а можно посмотреть? И как бы напросился все-таки посмотреть, что такое киргизское. И когда посмотрел один фильм, его говорят, ну все, он говорит, нет, я хочу еще. И потом посмотрел эти 2 или 3 фильма, я не помню, там, сколько было, он посмотрел и говорит, ну это же чудо, это откуда это? Это, говорит, Киргизия. О, это же киргизское чудо. То есть вот как бы это прозвучало, эта реплика, и как бы предположительно предполагая, что как бы это оттуда понятие, да, родилось вот это понятие киргизское чудо, потому что какой-то там, он же француз, наверное, да, Жорж Садуль был, какой-то француз вдруг увидел киргизское кино и увидел в этом чудо тоже. Друзья, этот выпуск посвящен кыргызскому чуду. Именно так назвали феномен кыргызского кино 60-х и 70-х годов. И для того, чтобы этот выпуск был максимально полезным, я постараюсь за 2-3 минуты рассказать, как зарождалось кино в нашей стране. Итак, Фрунзенская киностудия родилась в небольшом подвале музыкального училища, где находился корпункт. Именно там снимали киножурнал «Советская Киргизия». Первый полнометражный фильм, снятый в Кыргызстане, был сделан почти 100 лет назад. Его режиссером был Олег Фрейлих, фильм назывался «Крытый фургон» и снят он был в 1927 году. Фильм рассказывал о периоде гражданской войны, когда в нашей стране устанавливалась советская власть. В послевоенное время развитию кыргызского кино способствовало сотрудничество с московскими режиссерами. Первый цветной фильм назывался «Салтанат». Режиссером выступил режиссер Василий Пронин. Далее художники, режиссеры хотят сотрудничать с Чингизом Айтматовым. И выходит фильм Ларисы Шепетько, фильм называется «Зной» по повести «Верблюжий глаз». Андрей Кончаловский снимает «Первый учитель». Ну и снимается фильм «Перевал» по мотивам повести «Тополек мой красной косынке». Это дает тоже определенный толчок, потому что на этих картинах получает бесценный опыт будущие светила кыргызского кино. 60-е годы становятся знаменательными для кыргызского кино. Из лучших учебных заведений Советского Союза возвращаются молодые профессионалы. Это стало реальным благодаря Исхаку Разакову, который выбирает фигуру Шаршена Усубалиева для поднятия страны в кино, а также подготовки новых кадров. Сложно переоценить роль Шаршена Усубалиева в появлении знаменитой пятерки кыргызского чуда. Это Болот Шамшиев, Толюмуш Океев, Мелис Убукеев, Альгимандас Видугирис и Геннадий Базаров. В 1964 году Мелис Убукеев вместе с сильнейшим оператором Кадырджаном Кадыралиевым приступает к съемкам фильма, который от и до состоял из съемочной команды из Кыргызстана. Фильм называется «Трудная переправа» и рассказывает о первых годах становления советской власти в Кыргызстане. Вскоре после этого выходит первый фильм Толюмуша Океева. Фильм называется «Небо нашего детства». Это, кстати, мой любимый кыргызский фильм. Сегодня эта кинолента входит в топ-100 лучших фильмов 20 века. Тогда же на экраны выходит картина Болота Шамшиева о Саякбае Каралаеве. Режиссеру было всего лишь 22 года, и сценарием выступила дипломная работа Шамшиева в ВГИКе. Далее Геннадий Базаров, будучи студентом, снимает эпохальное «Материнское поле». Уже через 2 года он снимает фильм «Засада», который моментально становится одним из самых популярных советских кинофильмов. Это говорит о том, что кыргызское кино выходит на новый уровень. Работы кыргызских режиссеров со временем составляли конкуренцию асам с мировым именем. Фильм Толюмуша Океева «Лютый» был номинирован на «Оскар» как лучшая иностранная картина. В этой же номинации выступили Федерико Феллини и Акира Куросава. Отечественный фильм «Лютый» является первым фильмом, когда-либо выдвинутым на эту престижную награду. В создании кыргызского чуда принимало участие огромное количество людей, и мы просто физически не сможем их перечислить. Однако этих людей с каждым годом становится все меньше и меньше. В прошлом году не стало Геннадия Базарова, последнего представителя знаменитой пятерки. Однако сегодня выпуск будет с человеком, который стал свидетелем всех этих событий. Речь идет о Александре Федорове, кинофотодокументалисте и герое этого выпуска. Мы побеседовали с ним о феномене кыргызского кино, а также посмотрели самые важные работы в его жизни. Надеюсь, что выпуск будет для вас полезным, и большая просьба, не забудьте подписаться на наш канал, оставить комментарий и поставить лайк этому видео, потому что мы делаем это специально для вас. Желаю вам приятного просмотра.
Видите вот эту вот крутейшую мозаику? По ней вы можете узнать дом, где находится мастерская Александра Федорова и Алимджана Джарубаева. Называется она A&A или AIA студия, и они уже 24 года работают здесь. Мы находимся на пересечении Молодой гвардии и Киевской. В общем, сейчас посмотрим, где работают два крутейших мастера. Да, здравствуйте, Мэри, привет, привет. С наступившим Новым годом, со всеми хорошими вас. Ой, хорошо, можно раздеваться, Да, тут да, у нас рабочая студия, вот. Здесь у нас небольшой фотопавильон, так сказать. Здесь вот как раз архив, то, что самое ценное собрано за все века, за все годы работы. Это здесь хранятся все негативы. Животный мир. То, что в негативах. Ну, тут разные. По темам, да? Кино, да, этнография. Самоутаж, чувство. Геннадий Базаров, Чуйская область, Нарынская. Это iCloud. iCloud, да. Это как раз вот все, что было снято в пленке, вот хранится здесь. Очень круто. А то, что уже в цифре, то, конечно, уже там А дальше. вы на всякие пожарные оцифровывали? Ну, и продолжает цифровывать. А сколько примерно здесь количество негативов? Как думаете? Ну, много. Ну, я не знаю, тысяч, наверное, 150. 150 тысяч негативов? Ну, наверное, примерно. Здорово. А может больше. Это Надо. больше, чем iCloud. Да, это больше, чем iCloud. Я смотрел в общем, когда у меня в общей папке уже, например, Киргизфильм, но там уже и цифровые есть, Да. поэтому там как бы... 150 тысяч, сойти с ума можно. Вау. Здесь у нас уже такой рабочий кабинет. Здравствуйте. Это Алимджан. Это мой напарник Здравствуйте. Алимджан. Вот у нас наша фотостудия называется AIA студия Ага. или A студия. То есть это вот как раз вот Алимджан и Александр. Вау. И это случилось тоже у нас как бы аббревиатура это случайно. То есть когда мы уже вышли немножко на такой рекламно-туристический уровень, приезжала какая-то английская фирма, и нас пригласили с ними поработать. И когда мы знакомились, я говорю, Александр, они, Алекс, я говорю, это Алимджан. И им было очень сложно сказать, Алимджан. Я говорю, ну, Алик, они, Алик, Алик, ту Алекс? Я говорю, да, ту Алекс. А вот это покажете нам? Это недавний календарь, да? Да, это вот Кыргызское чудо. как раз то, что мы говорим Тема о наша. кыргызском чуде. Это вот в том году как раз Мегаком обратился ко мне, и мы сделали такой очень красивый альбом, именно посвященный киргизскому чуду. Большинство, все материалы использовались в рамках архива ваших фотографий. Ну да, это как раз вот по каждому, Шокеев, так. каждому участнику киргизского чуда. Геннадий Базаров. Геннадий Базаров. Ну вот, Вот, Ник Шамшиев. так, кто в апреле, моя днюха? Да. Да. Так, кто ты, ну, конечно. Кадебел, конечно, красавица. Крашиха. Мелис Убукеев. Альгимантас Видугерис. Все друзья, уже ушедшие. Сельманкул, Болот, Ишиналиев, Акен Кадыкеева, Муратбек Рыскулов, Сибирак Ушадиева, Салитбек Джумадыева. Какие фильмы нужно посмотреть нашим зрителям для того, чтобы понять феномен кыргызского чуда? Ну, я уже не знаю, говорил вам или нет, но для меня был, например, тоже очень интересный момент такой. Я вот где-то 3 или 4 года назад наткнулся случайно, когда переключал канал, фильм «Перевал» Сахарова по произведению Чингиза Айтматова «Топорик мой красный косык». Я просто удивился, что насколько... Я его давно-давно видел, я так помнил отрывками. А тут просто сел, я так увлекся и полностью просмотрел весь фильм, посмотрел, думаю, да, здорово. Как ребята, ну это как ребята работали, это же мы должны понимать, что в те времена какая аппаратура, оборудование было, и они снимали на перевале Долон зимой в 30-градусный мороз, ветер, вот это все такое, и они сняли такое кино, просто обалдеть. Перевал Ну, Сахарова. а за ними, конечно, идет там Убукеев со своей трудной переправой, Макеевский «Небо нашего детства», это вообще, не знаю, это его можно бесконечно пересматривать, насколько там
вот это вот впитанное его, вот эта жизнь, его вот это детство, понимание вот этой кочевой жизни, переплетение вот этого всего, если я не хочу фильм пересказывать, Да, потому да. что, конечно, Столкновение ну цивилизации. да, цивилизации, вот это вот нужно уходить с нажитых мест, вот это все движение, Да. как это так сложно все. Название неба нашего. Да, очень красиво. Конечно, Окей, а. где бы из болота Шамшиева что нужно Ну, Болот Шамшиев, там у него, конечно, у него тоже вот эти яркие такие фильмы, там «Выстрел на перевале Караш», те же «Алымак из Цикуля». Ну, «Белый пароход» это, наверное, Да. уже все видели. Не очень много хороших фильмов. Тот же «Волчья яма». Но если Базарова мы возьмем, опять же, «Волчья яма» это такой типа приключенческий боевик. А если мы возьмем Базарова, то он снял «Засаду», тоже интересный фильм. Я тоже считаю, один из таких первых боевиков, которые были сняты на Киргизфильме. Почему-то это не прижилось у нас. Узбеки снимали, они «Чрезвычайный комиссар», «Седьмая пуля», они как-то там у них больше это обратили внимание на это все, а у нас как-то вот немножко, да, отошло это. И Геннадий Базаров тоже удивительно, он ушел вообще в социальное кино. Если мы посмотрим потом последующие все его фильмы, он больше снимал о социальных фильмах, о социальных драмах, трагедиях, проблемах. Мы еще не назвали фильм Видугириса. Видугириса. Ну, Видугирис, он интересен, конечно, своей хроникой, потому что он очень много снял хроникальных документальных фильмов. Это просто такие, например, вот «Замки на песке», такой фильм «Притча». Он вроде какой полудетский такой фильм, но если в него посмотреть и вдуматься, увидеть, что человек, вот как бы борьба вот эти, он строит песчаные замки, как бы «Замки на песке», так и называется. Фильм тоже такой философский звучит, что человек строит из песка эти замки, ему ломает, то велосипедист наехал, то кто-то что-то, но он продолжает строить и строит. Вот это вот желание все-таки добиться какого-то своего успеха, какого-то интереса, здесь как раз вот именно заложено в этом фильме. Ну и, конечно, если мы говорим о Видугирисе, это его детский фильм «Очкарик», это, конечно, Да. для всех, наверное, фильм детства, через который очень многие Первый прошли, увидели. фильм. И сам Альгис, он как раз получил квартиру вот в этом новом микрорайоне, который строился там, когда ты выходил из дома, а там вокруг были сплошные камни и колючки росли, там ничего не было еще. И жизнь начиналась вот с этого тоже. Это опять как те же, сравнивая с теми же замками на песке. То есть люди вокруг этих вот на голом поле вот этих домов, которые были построены из бетонных панелей, они же потом там создали оазисы. Да. Посадили деревья, каждый полил что-то там, вырастил цветочки, все, и появился оазис. То есть это опять вот этот вот момент, и люди, конечно, с ностальгией вспоминают те времена, когда приезжала бочка там с молоком, и ты стоял с бетончиком, прибегал, весь микрорайон собирался там, и тоже вот как в фильме показ, мороженое приезжало. То есть это вот та жизнь, которая вот именно от души была снята вот тоже Видугирис, и он молодец, он это увидел. Мека, так как Авиасейлс разрешил нам рекламировать как хотим, что делать, что хотим. Зря вы это сказали, шучу. У меня есть вопрос. Скажи, пожалуйста, какой был самый дорогой билет в твоей жизни и самый дешевый авиабилет в твоей жизни? Так, ну начнем с того, что в определенный период жизни я не могла себе позволить купить билет бизнес-классом, но я могла его купить, по сути, но я это не делала, потому что в основном я летала либо с детьми, а там такая хорошая наценка, и в основном это были полеты в Америку. И мой самый дорогой билет в Штаты мне вышел в $3000, 2900. Это был супер сезон, ну и с налогами, с таксами у меня вышел в 3 с чем-то, при том, что такой же билет я покупала в свое время за $900. Вот. И, мне пришлось, да, потому что мне нужно было залететь туда, я купила этот билет. Я не помню, какими авиалиниями они были, но мой самый дешевый билет в Америку, это был билет British Airways. У них в какое-то время была какая-то дочерняя компания, не помню, как она называется, но самолеты все были British. С Алматы вылет в Нью-Йорк мне обошелся в $560 туда-обратно. Это был мой самый дешевый билет. Как вкусно. Да, причем что шикарный самолет, новый, все было круто, 2 багажа. Сейчас таких цен уже, не знаю, не видела.
Мега, если ты в следующий раз поедешь, и тебе нужно будет срочно выкупать билет, Ага, ты должен знать, что у Aviasales есть раздел горячих билетов. окей. Это, по сути, вот как есть горячие туры по дешевым ценам за рубеж, то же самое, только в билетах. Но для того, чтобы их приобрести, нужно заходить на сайт и отслеживать, потому что они уходят как горячие пирожки. Ну, вот, Ага. например, в твоем случае Да. ты в Штаты резко тебе надо было сорваться, можешь зайти и попробовать отследить и поймать куш, и, может быть, ты можешь купить за $500, как вот в старые добрые Да, времена. ну слушай, я когда слышу такие истории, что можно купить билет в Анталию за $50, я такая, Все как? возможно. С Aviasales все возможно. все круто. Поэтому- Можно я тогда сейчас зайду? Подождите. Раздел горячего билета от Aviasales, а мы пошли с Мекой искать дешевые билеты. Авиаселс. Вот вы упомянули фамилию Герштейнов. Это два еврея, которые были, по сути, лицом киностудии «Кыргызфильм», начиная с 40-х годов, с момента основания. Вы рассказываете удивительную историю о том, как эти два брата оказались у нас во Фрунзе. И вы упоминали историю. Я был просто в восторге. Описывается, что приезжают два еврея, которые родились в Украине, приезжают во Фрунзе, выходят с перрона ЖД вокзала на Дзержинке, бульвар Киндык, выходят и голодные, время военное, хотят покушать. И в то время на Дзержинке была зима, февраль, конец февраля, стоят лавки, в которых продаются небольшие котлеты, бутерброд с котлетой, и вместе идет стопарик водочки. И они, конечно, хотят покушать, но раз идет стаканчик, они это выпивают. И пока они дошли до кинотеатра «Лото» по Дзержинке, они знатно так в хорошем настроении уже пребывали и пришли туда для того, чтобы послушать джаз. И я вот это у меня, знаете, какой-то у меня диссонанс произошел. Приезжают два еврея, Послушать джаз. послушать джаз, параллельно кушая бутерброды с котлетками, и выпивая водочку. И потом поднимает кино, действительно ночуя в шинели на полу полупустого здания. Вот они олицетворяют фигуры, те, которые были в самом начале кыргызского кино. Вот немножечко давайте коснемся этого момента. Вот были кадры начала, и потом были молодые кадры. Как это произошло, и что вообще в тот момент представлял из себя Кыргызфильм? Здесь надо, конечно, все-таки поблагодарить евреев за их жилку вот эту все-таки пробивную. Они, евреи же, очень всегда, их сколько не травят, нигде они все-таки выживают благодаря своей этому упорству, работоспособности. Мы же видим, они очень работоспособны, и все. Они вот эти вот, начало у них было, это все. Ну, конечно, естественно, там вокруг них складывался коллектив. Там приходили очень интересные люди. Причем это же было послевоенное время, и приходили люди, закаленные уже войной. И не так просто было вообще это кино снимать, это же надо было ездить. И мы должны понимать, что тогда художественного кино еще не было. Были определенные какие-то попытки снимать художественное кино, но в основном работала хроника. То есть вообще первоначально это был корпункт. Когда они приехали, это был корпункт кинохроники. То есть нужно было... Это сейчас мы открываем интернет и смотрим новости, а тогда для людей новости были именно в этих маленьких фильмах. Это был, назывался сборник «Советская Киргизия», и туда ездили по всей стране кинооператоры, снимали маленькие сюжеты, рассказывали о каких-то делах, и перед каждым фильмом, даже не нашим фильмом, а любым фильмом, всегда прокручивали вот этот киножурнал «Советской Киргизии», показывали комбайнеров, чабанов, заводы, там все это показывалось, это все вот была информация для людей. То есть вот то, что как раз мы говорим про идеологию, как раз вот это все показывало. Да. И для того, чтобы снять хотя бы какой-то маленький сюжет в Нарыне надо даже было поехать. Ну да. А вы тогда представляете, какие эти были сложности? И нет, люди ездили с этими сложностями, причем эти и кинокамеры были тогда еще не технически слабые, то есть были тогда вот эти кинокамеры АМО, по-моему, называлась, которые на войне, наверное, если вы видели когда-нибудь, такая маленькая вот такая кинокамера, она заводилась просто Да, пружиной. я видела в других кино. Пружину вот так заводили, Да. раз кончилось, опять он заводил, и все, вот это вот с такой Это был камерой. корпункт, да, зам вначале? Да, знаешь? вот с Это же этого насколько начиналось. люди были после войны замотивированы вообще прикоснуться к чему-то или воссоздать что-то новое. Потому что, мне кажется, сейчас вот
Александр Федоров нам говорит, люди ездили в Нарын, чтобы получить какое-то маленькое, допустим, видео. Нас сейчас не то, что в Нарын молодежь, но сложно в Токмак отправить что-то снять. Да. Был интернациональный состав, насколько я понимаю, да? Вот это, мне кажется, тоже отличительная черта в целом нашей республики, что у нас очень много национальностей проживает, и в становлении кыргызского чуда большую роль сыграл как раз интернационал, который стоял у истоков кыргызфильма. И я помню, вы рассказывали тоже удивительную историю, когда был некий съезд киношников Центральной Азии в Ташкенте, вызывают казахов, да, Казахстан, да, Казахфильм, выходят казахи. Туркменистан, да, выходят туркмены, Узбекистан, узбеки, Кыргызфильм, выходят евреи, русские, украинцы, да, супер интернациональная команда, да. Вот давайте теперь поговорим. Понятно, что с 40-го года, с 41-го по 60-е это были интернациональные кадры, но Шаршен Усубалиев поставил задачу взрастить в том числе национальные свои кадры, и он понимал, что это все образование. Отправляются молодые ребята на обучение в Авгик, в Москву, в Петербург для того, чтобы осваивать азы киноискусства. И что самое удивительное, знаковые фильмы, которые мы сегодня вспоминаем, говоря о кыргызском чуде, будь то «Материнское поле», который является дипломной работой Геннадия Базарова, да, будь то фильм «Небо нашего детства» Толимуша Акеева, который тоже является, да, первой работой дебютной молодого режиссера. Для нас становится очевидным, что это фильмы, которые снимались молодыми режиссерами. И вот я хотел немножечко поговорить теперь об этих лицах. Во-первых, заслуга, как мы понимаем, что у нас появились первые молодые режиссеры, в том числе Шаршен Усубалиева, да, который как раз-таки понимал, что нужно взращивание своих кадров. Затем наступает момент, когда эти ребята начинают снимать. Давайте сейчас поговорим об этих фильмах, фильмы, которые мы упомянули. Что вот о национальных первых кадрах важно? Здесь как раз вот интересно еще то, что первые фильмы все равно приезжали режиссеры из Москвы, начинали снимать. Тот же «Зной» Лариса Шипитько снимала, «Перевал» снимал Сахаров. Да. Это, ну, чтобы было понятно, это уже произведение Чингиза Айтматова. Да. Это «Тополек мой в красной косынке», «Перевал» фильм был снят. Потом «Зной» это «Верблюжья колючка», это тоже Чингиза Айтматова. Ну, я к чему вот говорю сначала об этих фильмах, потому что приезжали, Кончаловский приезжал, да, вот я хотела сказать, что снимал «Первый учитель». Но... И приезжали уже вот эти режиссеры, как бы они, может быть, тоже не были маститые, тоже это были дипломные работы. Кстати, у Кончаловского тоже это была дипломная работа, да. У Поплавской «Зной» это была дипломная работа. Но было что? Вот эти ребята, о которых мы сейчас начнем говорить, они работали уже на этих фильмах. Ассистентами. То есть они уже опыт получали ассистентами, там, да? помощниками. То есть вот школа начиналась оттуда. Не то, что там Шаршен Усубалиев взял и отправил Базарова туда. Базаров еще работал как раз вот ассистентом и на «Перевале», и на «Зное». Окей, важно, супер. То есть они набирали опыта. Вот этот первый опыт появлялся там. И, конечно, они уже, увидев вот такую работу, они, конечно, ехали с удовольствием, учились в Авгике, и, возвращаясь оттуда, уже начинали снимать свое кино. В кино пришел в 1968 году. С тех пор вот это кино меня не отпускает, потому что собран огромный архив тех людей, с которыми я работал. Это наши великие корифеи. Базаров, Акеев, Шамшиев, Убукеев, Бедугерис. И еще большая когорта людей, которые работали в документальном кино. Мы редко о них упоминаем, но это тоже были великие люди. Сейчас, когда мы иногда смотрим и используем эти архивные кадры, мы никогда не думаем об этих людях. Часто вспоминаем именно о людях вот этого киргизского чуда, о художественном кино. А есть целая категория режиссеров и операторов, которые снимали хронику. И оставили тоже огромный, просто большой след в истории создания республики и вообще в истории. После того, как я пришел в профессию в кино, я хотел стать кинооператором. Но как-то так сложилось, что у меня не сложилось с поступлением в Авгик. И я попал в фотоцех. И это, может быть, было таким решающим моментом для меня, потому что когда я поработал фотографом на фильме «Засада» у Геннадия Базарова, мне это очень понравилось. И чем мне это понравилось, что был независимый. То есть оператор все равно зависит от режиссера. Тот лезет, поправляет, подсказывает что-то. А я ходил, фотографировал сам. То есть иногда подходил, потому что... Нет, так как у меня был первый фильм, я подходил, он нас спрашивал, ну вот как, что снимать? Он говорит, все, снимай вот кадры, все, это на твоей ответственности. Мне так понравилось, думаю, надо же. Я могу делать это все сам и выбирать, и снимать то, что я хочу.
Ну, то, что нужно было положено, конечно, это вот как раз именно входит в профессию фотографа, художника, который работает на фильмах, это как раз съемка рекламы. То есть те основные кадры, которые положены по сценарию, там мне тоже выдавался сценарий, там делалось сколько, 12 или 15 этих копий сценария, и получали художник, постановщик, оператор, постановщик, гример, то есть чтобы они понимали, в какой системе. Также и мне выдавалось, чтобы я понимал, какую рекламу мне нужно снимать, что за каким эпизодом идет, какие основные моменты важные нужно снимать, а какие-то не нужно. Потому что если вы работаете в кино, вы, наверное, понимаете, что там бывают проходы, пробеги, какие-то проезды, то есть это для рекламы это ничего не значит, и поэтому как бы не нужно. Поэтому есть основные моменты, которые нужно снимать. И вот здесь как раз уже пришло понимание того, что если я такой свободный фотохудожник, то я могу снимать не только кадры, которые положено снимать, то и закулисную жизнь кино. И вот это как раз, может быть, сложилось таким моим, как ты сказал, кредо, что я снял очень много закулисного. Здорово. То есть, кроме того, что я снимал кадр, который положено для рекламы, я потом поворачивался в другую сторону и снимал тех людей, которые снимают это все. Рекламу вы имеете в виду Поэтому- постеры, да, в основном? Ну да, это все, что, ну, чтобы было понятно то, что мы говорим, что такое реклама или что-то, все, где везде написано кадры из фильма, никто кадры из фильма не берет, потому что если вы увидите саму кинопленку, там вот такой кадрик всего лишь. Из него, конечно, никакого качества невозможно было получить. Для этого прикреплялся художник-фотограф, который снимал, как говорится, на среднеформатную камеру, это 6:6, так там вот такой кадр был. Там получалось хорошее качество, все, и поэтому мы должны понимать, что кроме того, что фотографию, там, которую вешали на стенке в кинотеатре, для этих фотографий еще использовались во всех, как вот вы говорите, постеры, Афиши. рекламные афиши, журналы. Да. А там это качество, конечно, нужно было использовать. Ну, теперь понятнее стало. А следующий... И к разговору об этом, если мы об этом будем говорить, то вы должны понимать, что в те советские времена очень сильно работала идеология. И вы, наверное, помните такой главный, основной лозунг Владимира Ильича Ленина, который используется: важнейшим из нас, для нас является кино. И вот здесь как раз мы должны говорить о таком феномене, то есть вдруг совпало вот такой тандем. То есть появился Чингиз Айтматов. Да. Он не появился как писатель, а появился в как кино, в кино, как председатель кстати. Союза кинематографистов. Да. Оно- На котором пробыл порядка... Ну, 20 с лишним 20 лет он пробыл. Поэтому, когда Вот. вдруг вот этот сложился тандем, Мгм. то вот это развитие кино Да, получило ну вы писали. сразу Ага. большее развитие. Потому что приезжает молодой режиссер Геннадий Базаров, только что закончил в ГИК, и Айтматов предлагает ему снимать «Материнское поле». Это дипломная работа. Мгм. И Базаров как бы есть даже там где-то в записи, что он сказал: я пока не готов. Тут. Нет, он его похлопал Да. по плечу и говорит: давай, Ну, вы писали, что когда пришел Айтматов, давай, мальчик, все-таки снимай. кыргызское кино, он получил первый отказ от Кончаловского, да? Сценарий, как бы, Сценарий, да, попытка сценарий, да, написать попытка сценарий. сценария. Там были перипетии. Там же это очень много написано, это надо читать. И воспоминания Кончаловского везде, потому что там немножко разные точки зрения, но Да. в принципе, конечно, тогда Кончаловский был. У него папа был Михалков, который написал, конечно, гимн, через которого как бы он мог воздействовать хоть на кого, там, снимать что хочешь и как хочешь. Мгм. Конечно, там было много всяких перипетий, но в принципе, когда Айтматов посмотрел этот сценарий, он сказал: ну хорошо, давайте, мне нравится. И все-таки этот фильм был снят. И это очень спорная картина была. Мы говорим про «Материнское поле» Геннадия Базарова. Нет, про первый учитель. про Сейчас первый про, учитель, да. про первый Да, учитель да, мы про говорим, первого что учителя. здесь пока было очень такое сложное восприятие фильма, потому что там фильм, конечно, жестокий, и как бы партийная номенклатура кыргызская уже, она не очень это восприняла, когда посмотрели, сказали: Ну, все это такое, революционный фильм даже по такое сей вообще день. нельзя показывать, и нужно этот фильм смыть. То есть это есть в воспоминаниях у Бишеналиева, Болото Бишеналиева, актера, который играл. Он говорит: а вы знаете, что этот фильм чуть не смыли?
Я говорю, что да, он говорит, вот такое, говорит, требовали. То есть, а смыли, я говорю о том, что это как раз потому, что пленка тогда была на основе серебра, если кто не знает, потому что там было серебро. И когда все остатки или что-то, это всю пленку сдавали в специальный цех обработки, и вот эту пленку снимали, и серебро заново добывали для того, чтобы сделать новую пленку. И поэтому тоже говорят, что этот фильм надо не просто там сжечь, как говорили, а отправить на смыв, короче, смыть, и все, и сделать новое кино надо снимать. Но даже, мне кажется, «Первый учитель» даже в наше время для кого-то все равно вот фильм, который как будто бы, кажется, хочется смыть, потому что он же революция. Это фильм «Революция». Мы смотрим немножко другими глазами. Тогда была идеология немножко другая, партийная номенклатура. Нельзя было, они считали, что нельзя показывать грязь, не надо показывать вот обнаженную. Как обнаженная девушка там? Как это было там? Ну там девушка, которая хотела учиться. Не, там были споры вот эти, поэтому, конечно, была проблема. Все-таки, возвращаясь к Базарову, все-таки Айтматов настоял, сказал: молодой парень, давай. Надо снимать. И, в принципе, он снял, и получился фильм. Даже сейчас мы смотрим на этот фильм, что это, никто не скажет, что это дипломная работа. Абсолютно. Потому что фильм очень хороший получился. Я с удовольствием посмотрел и пересматриваю сейчас иногда даже. Мы заговорили, мы сейчас хотели говорить о молодых кадрах, так как там очень знаковые имена, мы будем сейчас о них точно говорить еще, но вы упомянули фигуру Айтматова. И мне видится эта фигура как человек, который, во-первых, дал возможность для драматургии, для сюжетов, да, то есть его произведения стали основой всех вот этих замечательных фильмов. Появилась такая фигура, есть сценарий, но во-вторых, это же еще и человек, как вы сказали, он стал председателем Госкино кыргызского, да, он стал фигурой... Председателем Госкино, председателем Союза кинематографистов. Прошу прощения, председателем Госкино был Шубалиев, да, Шашена Субалиев, прошу прощения. Айтматов, как руководитель, как председатель, он, с одной стороны, была возможность по его сценариям, да, по его произведениям снимать фильм, а с другой стороны, он ведь обладал таким авторитетом, который позволял, во-первых, защитить картину в случае чего, а во-вторых, еще и привлечь деньги, финансирование. Ведь мы говорим об очень серьезных деньгах того времени. Рубли, это были большие деньги, чтобы снять кино. Это не сейчас, да, там можно телефон снять, а там это... Также это было, я перебью, с «Белым пароходом». То есть вот там он уже также помогал. Давайте о «Белом пароходе» расскажите. Потому что тоже были кое-какие проблемы с финансированием, и все-таки пробили, и все-таки деньги он получил больше положенного, то, что нужно было для фильма. И когда вот в этом сценарии появилось то, что мальчик этой рыбой уплывает в речке, то опять же партийная номенклатура сказала: как? Мальчик кончает самоубийством? Как? Такое не может быть. Вообще это нельзя. Уберите вот этот конец, переделайте, что он там пошел в школу или куда-то там. Это нельзя такое показывать. И вот здесь как раз вот благодаря и Усубалиеву, и Айтматову все-таки добились, и все-таки этот остался такой вот более трагичный конец. И все-таки он, конечно, такую хорошую точку ставит в этом фильме, поэтому если бы был другой конец, может, этот фильм совсем по-другому воспринимался. Поэтому здесь это очень важно. Как раз вот эта фигура Айтматова, она помогала. Что должно было произойти, чтобы эти молодые ребята так стрельнули? Вот вы сказали, что они набирались опыта, уже до этого режиссеры, которые сюда приезжали. Был айтматовский сценарий, да, его произведения, которые тоже были основаны. Что еще, по-вашему, было важно? Мы здесь не должны зацикливаться только на Айтматове. Конечно, да. Давайте разберем... Потому что в то же время был снят фильм «Выстрел на перевале Караш». Да. Алый Маки Иссыкуль. То есть, если мы начинаем сейчас говорить о феномене, то есть это было не только Материнское поле, там Зной, Перевал, то есть это произведение по Чингизу Айтматову. То есть пришел такой же очень интересный режиссер, как Болот Шамшиев. И он своим первым же фильмом тоже прозвучал. Кстати, он снял первый документальный фильм про Монасти, про Каралаева. Да. И уже за этот документальный фильм он уже получил приз на международном кинофестивале. То есть вот получается так, что раз вот не только пришел там Чингиз Айтматов, дал свои сценарии, и начали там появляться как бы такие звездочки, как там Базаров или Кончаловский или кто-то. То есть были такие люди. Да. Берем того же Таламуша Акеева. Он сам написал сценарий «Небо нашего детства». Тоже дебютный его... И дебютный фильм. Шикарный фильм, который до сих пор, и который вошел, насколько я помню, сейчас вот я вспоминаю, по-моему, да, он вошел в 100 лучших фильмов 20 века. Да. Этот фильм находится в личной коллекции любимых фильмов Мартина Скорсезе, на минуточку.
«Небо нашего детства», Тулемуш Акеев, имя которого сегодня носит наш Кыргызфильм. Знаковая тоже фигура. Я удивляюсь, что эти люди так близко находились, потому что вот, после прочтения вашей книги я узнал, что у Букеев с Байджиевым были, оказывается, в одном классе учились они. У Шамшиева Байджиев был пионер-вожатым. Да, насколько я понимаю. То есть эта тусовка была все равно очень близко друг к другу в городе, да? И вот если про Акеева фигуру немножечко о ней еще рассказать. Он снял фильм «Небо нашего детства», который, ну, уже мы упомянули, насколько он крутой. Вот в чем феномен? Эти ребята, они, как вы думаете... Давай они... мы договорим сразу, что уже, чтобы закрутить эту пятерку тех. Да, давайте фамилию. Потому что вот Геннадий Базаров, Болот Шамшиев, приходит Мелис Букеев, который снимает «Трудная переправа». Да. И тоже прозвучал. Это фильм посвящен 16-му году, он тоже был очень спорный, но он очень такой серьезный. И просто тоже такой фильм, который как бы для молодого режиссера такая тема. И он сделан очень мощно, благодаря вот такому тоже молодому все-таки. Это тоже фантастика, феномен. И вот к ним примкнувший, как говорится, опять же, один из иностранных вдруг режиссеров, это Альгис Видугирис. Да. Альгимантас Видугирис. И, как говорят, благодаря все-таки Шаршену Субалееву. Когда они были в Москве, то к нему подошел один из наших операторов, сейчас я не помню его фамилию. Сорумбаев, да, по-моему? Да, кто-то там. И подошел и говорит: слушайте, тут вот есть такой интересный парень, литовец, но очень хороший оператор. Давайте возьмем, у него сейчас, говорит, работы нет, давайте его возьмем на Киргизфильм. И Шаршен Субалеев согласился и пригласил его. То есть это не так просто можно было приехать и устроиться. То есть Шаршен Субалиев приглашает его, там, выделяет общежитие, что-то, и он приезжает и влюбляется в нашу страну. Тоже появился такой феномен, вот как такого человека, который просто из каких-то литовских лесов, там, можно сказать, болот, вдруг приезжает в эти фантастические горы, влюбляется, женится на кыргызке, рожает двоих детей. Да. И даже чтобы завершить эту тему, к концу жизни он даже маму привозит сюда, и здесь ее хоронит. И сам посвящает, чтобы его похоронили здесь, на Байтысском кладбище. То есть вот насколько человек отдал земле, отдал, да, и сколько он фильмов сделал тоже. Он полностью снял всю документальную строительство Токтагульской ГЭС. Хронику. Он очень много снял. Сколько лет длилась эта съемка? Я не знаю полностью, я сейчас не помню, сколько это строилось. Долго это строилось. Строилось, но он не там, не жил постоянно, но он был почетный гражданин города Каракуль, все его там все знали, там он, ну просто он был фантастический человек, изобретатель, он изобретал, что-то придумывал, постоянно ему надо было что-то там делать, лазил на тракторе там куда-то на горы, там снимал все это. И кроме этого он еще снял тоже много документальных фильмов, которые очень мощно прозвучали. Это фильм «Вахта», «ПСП», «Нарынский дневник». Ух ты. Там есть такие фильмы, которые просто фантастические. А в конце он все-таки перешел в художественное кино. Еще снял художественный фильм о Токтагульской ГЭС. То есть для того, чтобы наши зрители поняли, о ком мы говорим, это фильм «Очкарик». Да. Это еще не завершил. Это фильм «Очкарик», да. Фильм «Очкарик» и «Замки на песке». Это два фильма, которые вот такие полудел. «Замки на песке» тоже короткий фильм, по-моему. Да, он короткометражный фильм, как мальчик строит пески, да, на песке, кто-то проезжает на велосипеде, разрушит, там что-то волна разрушит, он опять строит, продолжает строить. Это тоже о человеке, который вот такой строитель упорный, там, то есть вот такая вот нашли вот эту жилку. Они случайно с режиссером совсем по другим делам были на Иссык-Куле в октябре месяце, там это такая предыстория. И ходили там, писали какой-то сценарий. И вот когда на пляже увидели вот этого мальчика, у них родилась идея снять фильм об этом. То есть вот, как оказалось бы, такая вспышка произошла, и вот они сняли этот маленький короткометражный фильм, который прозвучал, кстати, получил на международных фестивалях. Он, по-моему, получил даже «Золотого дракона». Это один из престижнейших фильмов этих драконов. Вы говорите про вот это такое «Замки на песке». «Замки на песке». Вау. «Очкарик» это мой первый фильм, мой, наверное, первый кыргызский фильм, который я смотрела. Мне было 7 лет, мы были на Иссык-Куле на отдыхе, мы забрели в какой-то тамчинский клуб, кажется, вот, и там мы смотрели «Очкарики», и за ним мы посмотрели еще «Бишкемпир», но «Бишкемпир» по современнее. Да. Вот, и вот вы сейчас, как сказали, такие флешбеки с детства. Да. Участвовали вы на съемках «Очкариков»? Ну, и... Да. Ты.
В «Замке на песке» я не участвовал, а в «Очкарике» я участвовал. Так, погодите, на каких фильмах вы принимали участие? Теперь смотрите, давайте про вас мы говорим. Из этих перечисленных фильмов и режиссеров вы, по-моему, со всеми успели побывать, поработать так или иначе. Со всеми поработал. И получилась такая ситуация, что вдруг фотограф, который там работал у нас, он бросил фильм и уехал. И фильм оказался без фотографа. А так как я ходил, фотографировал всем и дарил карточки, вот такие маленькие, 9×12, мне была интересна эта реакция всем. Гена Базаров сказал: ну-ка иди сюда, давай, ты будешь, иди оформляйся в это фотоцех, будешь фотографом. Я говорю, как я не готов. Он говорит, давай, так же как Айтматов вытащил его с материнским полем, сказал, молодой человек, давайте. Также Геннадий Базаров сказал мне, молодой человек, иди получай новый профессиональный фотоаппарат и будешь работать фотографом. Вот это, как я говорю, как гуру, мой учитель, который дал мне дорогу. Потому что я, может быть, супертехником так и работал бы всю жизнь. Да, а вы бы нам это не рассказали, понимаете, ну, Да. То есть вот такие ситуации иногда складываются, которые как бы, ну, мы говорим о ситуациях, которые вот вдруг случайности. Это вот какие-то случайности. Если бы человек, фотограф, не уехал, может быть, я бы не стал фотографом. Вот так вот сложилось так. Вот, если мы увидим одну из первых фотографий, это вот обложка «Байки о кино» была использована. То есть вот странная такая фотография. А это как раз образ Гены Базарова. То есть вот в те времена, когда мы снимали кино, он не выпускал из рук чашку кофе и сигарету. И вот этот вот жест его, вот он здесь зафиксирован настолько, что как бы я сразу раз, о, Гена Базаров. То есть вот он есть такой. Марбайджиев, это тоже вот такие какие-то. Вот это моя любимая тема. То есть есть какие-то фотографии как бы такие, ну как они, поставленные, но они не поставленные, но вырванные такие уже, построенные. А это вот такие вот репортажные фотографии, живые, которые мне всегда близки были по душе. И вот когда я ловил вот такие моменты, для меня это было просто, ну, удовольствие, счастье. Классно. Давайте дальше посмотрим. Вот они, видите, такие неожиданные. Такой раз. Живые. Да. Это опять вот из той же серии, только это оператор Валерий Виленский. Это его тоже образ. Вот эта кепочка у него постоянная была с камерой. То есть вот такие вот интересные вещи. Вот тоже. Это кто же писатель? Нет, это Алы Токамбаев. Это тоже вот как бы, я как бы уже рассказывал, что часто был на какие-то конференции, или куда-то меня приглашают, где Чингиз Айтматов, я всегда старался там быть. И вот как бы там, кроме того, что я снимал это заседание, то я всегда старался найти какой-то момент, снять вот такие неожиданные вещи. Вот они, закончилось, они выходят, и вот он как бы корифея поддерживает. Такой я успел снять. Чик. Попался вот. В кулуарах разговоры. Вот Альгис Лебегирис тоже. Тоже, видите, какая зернистая пленка. Как раз не хватало чувствительности. У нас была тогда слабая пленка, малочувствительная. Вот снимал, старался в эти... Не, ну она, конечно, работает в своем шарме. Вот два друга, Гапар Айтиев и Алы Токамбаев тоже. Два героя соцтруда. Я к тому, что в кино очень много фигур присутствует. История Джомарта Бакамбаева, который хотел снять фильм по эпосу «Манас», и который описывает случай вообще, как умер Джомар Бакамбаев. Трагический случай. И все мы знаем, да, что это великий поэт, который еще и был драматургом, который поставил такую большую перед собой ответственную цель снять фильм по эпосу «Манас». И были выделены сумасшедшие деньги, по тем миллионы рублей. Да? Это еще и в военное время все снималось. И оказывается, описывает историю, что один из братьев, да, Гирштейнов, описывает, что как они поехали на Иссык-Куль выбирать натуру для фильма. На грузовичке. Да, заехали к родителям. Не было автомобилей. Да. И на грузовике везде ездили. И вот когда они как раз таки проезжали, выбирали, там сняли, по-моему, они охоту, сцены, Усал-Бурун, заехали к отцу, родителям Бакамбаева. И вот уже по Северному берегу, когда возвращались, то произошла какая-то нештатная ситуация, авария, перевернулся этот маленький грузовичок и придавило Джомарта Бакамбаева. И, получается, вызвали быстро, поехали вызывать скорую, чтобы приехал самолет, да, по-моему, из Бишкека взлетел. Ну, там в соседний колхоз или куда-то побежали, там же тогда же не было соток, это позвонили в Бишкек, и прилетел маленький биплан, там самолетик
попытались его спасти, но ничего не получилось у них. Ну, вообще так вот. Ну, вот не стало в таких, к сожалению, вот муках, насколько это все было описано. И вот это обратно же, да, как кино объединяет очень разных людей. Мы сейчас рассказали про режиссеров, к которым мы еще возвратимся, но были еще ведь прекрасные актеры, которые сыграли в фильме. И в первую очередь к нам на ум приходит фамилия Сулейманкулова Чокморова. Да. Вы, когда мы шли, хотели рассказать историю с Чокморовым. Я сказал, погодите, не говорите, не рассказывайте мне, расскажите ее сейчас. Расскажите, пожалуйста, про Чокморова. Это вот к разговору как раз я уже упомянул Бибисару Бишеналиеву, что Да. был всплеск не только в кино, Мгм. и там в поэзии где-то был всплеск и в музыке, и в театрах, везде это было. И поэтому как раз вот так, и кроме Бибисары Бишеналиевой появились такие мощные актеры, как Муратбек Рыскулов, Советбек Джумадылов. Там была большая плеяда, конечно. Там его жена Муратбека Рыскулова, Бабабишина. Кумушалиева. Да. Потом это Даркуль Куюкова, там Бакен Так, это Кадыкеева. Турсунбаева, да. То есть Турсунбаева чуть попозже Тоже, была. да. А вот те, с которыми как раз я вот работал, дружил, у которых бывал даже дома, часто вот у этих всех актеров, то есть это, ну, это просто плеяда была таких мощных актеров, которые как раз тоже вот приложили свою руку к этому киргизскому чуду. Если мы сейчас поднимем эти все фильмы, то везде в титрах мы увидим этих актеров. Да. И один из, конечно, вот таких феноменов, вот как мы говорим, случайностей, произошло как раз вот с Сулейманкулом Чокморовым. То есть Шамшиев подбирал на роль, на главную роль, вот «Выстрел в перевале Караш», и не мог никак найти такого. И вдруг увидел вот этого спортивного человека, Около общежития, по-моему, да? Сулейманкул, он очень любил играть в волейбол, он в волейбольной команде, и они Да. постоянно это, и он увидел, говорит, о, какой хороший, интересный парень, давай, пойдем к нам в кино сниматься. Он сказал, какое кино? Я художник, я все, нет, и долго это как бы немножко сопротивлялся, но в конце концов он согласился. И вот здесь произошло как раз вот это открытие феномена Чокморова, то есть он настолько показал себя с актерской стороны, он же не профессиональный актер, не заканчивал Удивительно же. никакой ни курс, ни какие-то. Я запомнился, ну, условно, всем. Ну да, в Советском Союзе он прогремел да. как... Это же единственный актер, 5 который- раз получал вот самый лучший актер, СССР. лучший актер СССР. Никто 5 не раз. удостаивался такого Никто не же. удостаивался Ни один такого. советский актер. 5 раз становится. 5 раз это становится. Успел он сняться у Куросавы Да. при этом, да? Вас что связывает с Гасузала. Чокморовым? Как вы с ним познакомились? Ну, мы как бы сошлись, потому что ну, как бы я человек творческий, как фотохудожник, и фотографии мои были интересны ему. Он как художник был тоже интересен мне, и как актер тоже. И вот на съемочных площадках так общались, разговаривали о чем-то туда-сюда, и поближе сошлись. И мы очень долго дружили с ним до самого его кончины. Были дружны. Я в то время жил как раз вот в рабочем городке, если кто знает, там на улице Баха. Сулейманкул Чокморов, знаете, из села Чанташ. И иногда он на Волге проезжал мимо, останавливался, гудел. Саша, так свободен, поехали. Классно. Я говорю, сейчас, говорю, отпрошусь. Жены, говорю, ладно, я поехал. И он меня брал, мы ездили к нему в село Чанташ, поэтому осталось очень много хороших фотографий, воспоминаний. И не знаю, я сколько, наверное, раз 5-6, наверное, там у него бывал. Ага. Вы еще рассказали про Мурата Рыскулова. Тоже, да, великий актер. И я удивился, что этот человек, он любил играть в карты. Да, ну это как бы у нас была такая, ну как можно сказать, Между дублями. такая мужская болезнь. Ага. Там играли в тринку, называется, тринка. Да. Да. В тринку там. Ее и сейчас любят На играть. денежки, по чуть-чуть, там, по копеечке. Там. И вот везде, где только образовывалось свободное время, все это, давай, быстро колоду. И давай, все, стоп, давай, нас сложили, побежали, поиграли в кино, пришли опять в тринку. И вот тоже Рыскулов очень любил это. И он всегда там сидел, там, себе там в карты эти, чтобы 3 туза пришло. Он говорил соль, да, вы говорили? Не, он да? суф-суф, а иногда наоборот там говорил, соль. Это чтобы у соперника, наверное, Ну, да? туз же по-кыргызски соль. Да. Соль. То есть привлекал тузов к себе, чтобы было 3 туза. То есть вот такие были, да. Он, можно сказать,
и умер на сцене, да? То есть его схватило сердце прямо в сцене театра, да, и ушел. Не, ну это очень мощные были фигуры, я же говорю, вот все, вот кого мы называем, вот этих актеров, то есть Чукморова, там, того же Рыскулова, Джумадылова, вот этих женщин, которые Куюкова, Даркуль Куюкова, Кадыкеева, Кмушалиева, они все вообще мощные актеры. Я, может быть, кого-то еще пропускаю, там, которые не очень так часто в кино снимались, но это очень мощные фигуры были, которые, как бы, я говорю, вот, если мы говорим о феномене киргизского кино, то они как раз тоже отдали жизнь. Да. Кино, ну и, конечно, театру тут никто нельзя упускать, они и в театре очень много сыграли. Работа по продвижению киргизского кино продолжается. И как бы тот накопленный материал, который у меня вот находится в архиве, просто жалко было его просто так оставлять. И поэтому мне пришла идея, что можно делать альбомы. И вот один из первых был альбомов сделан Чингиз Айтматов и его «Земля». То есть это был такой толчок для меня. То есть как бы вот когда обратились ко мне мои друзья, это Абакирова и Лиференко, это они продюсерами выступили, предложили сделать фотоальбом Чингиза Айтматова. И после того, как я сделал этот альбом, то мне пришла мысль, а почему бы мне еще не продолжить? И как бы вот потом уже был издан альбом про Усена Кудайбергенова, трюкача, да. Потом вот были такие исследовательские тоже по кыргызскому кино. 2007 года я знаю это. Работы, да. И вот тут как раз хорошие тексты, все, и вот как раз Замечательные тексты. почти все мои фотографии тоже тут вот использовались, и тоже вот это, я говорю, это были такие толчки для того, чтобы продолжать над этим работать. Потом вот к своему 60-летию я сделал альбом уже черным по белому, так как основная профессия была моя кино и киношные фотографии, то тут начинается вот с этого. Кстати, саму фотографию Александра Федорова сделал Алимджан Бай. Да, и вот эту вот обложку как раз, да, вот я... Кто же, если не Алик Накизов? Не, как раз я ему благодарен, потому что он нашел очень интересный такой ход. Эта обложка, конечно, заслуживает внимания. И поэтому вот Дальше что у вас продолжилось. Вот опять же, уже к другому юбилею Айтматова была сделана книга «Мой Айтматов». К своему 70-летнему юбилею я сделал книжку про себя, но опять же это все она не про себя, это про опять же Алимджана и про меня. Это написал Леонид Борисович Дельченко в нашей истории, которую мы рассказывали иногда за чашкой чая. Он, оказывается, записывал и потом подарил мне. И на основе этих рассказов, так как они все поддержаны опять же фотографиями, я сделал такую книгу. Ну и, конечно, самый основной памятник Киргизфильму, как я его называю, это, конечно, «Байки о кино». То есть вот продолжение вот этой работы, которую мы начинали еще в советские времена, то есть вот эта реклама, все, теперь это превращается уже вот в такие книги, да. Вы упомянули женщин-актрис. Мне как женщине тоже вот очень интересно. Мы наблюдаем все равно большое количество мужчин в кино. Расскажите если можно, да, Эрик, пока мы перейдем к другим, да. Конечно. Расскажите о кыргызских женщинах, о актрисах в кино вот того времени. Давай мы не об актрисах расскажем, мы немножко упустили, потому что мы поговорили о мужчинах, ты вот хорошо задала тему. Да. Кроме мужчин еще были 3 женщины у нас режиссера. Вот, я Давайте и к этому тоже хотела подвести, что мы видим, да, актрис, но хотелось бы услышать возможно, режиссерах, о операторах, о женщинах, которые участвовали в технической части кино. Ну, Муралиева была, она из старейших, одна из первых режиссеров, которая пришла, но она в основном только на хронику работала. Потом Турузбекова, Лилия Турузбекова, которая очень много тоже работала именно в хронике и оставила очень много фильмов. И еще Клара Юсупжанова. Она успела и посниматься как актриса, вот в «Верблюжьем глазе» она снималась, и, по-моему, даже в «Первом учителе» она снималась, там подружку, по-моему, играла. Там тоже она как... И поздним Динара Асанова еще, да? Динара Асанова, она у нас не работала. Ну, она в России, да, сняла, да, его? Закончила в ГИК, приехала сюда, работы не было, и она уехала. Но она как бы считается все-таки из киргизским режиссером тоже, потому что когда она умерла, ее прах привезли сюда и перезахоронили. Я как раз в этом участвовал.
И сейчас киностудия стоит на улице Динары Асановой. Да, очень символично. Потому что это была улица Лесная. Раньше эта киностудия была переведена она раньше вот возле церкви, там был цех обработки пленки, там, начало, сначала в подвале филармонии, потом возле церкви. И потом выделили вот эту лесную школу на берегу Аларчи. И поэтому там как раз вот эта улица Лесная была, потом эту улицу Лесную переименовали в улицу Динары Асановой. Так что вот это специально так вышло? Они так и намеревались, чтобы это с Кргызфильма, поэтому символично? Или так вот совпадение произошло такое? В смысле? Ну что вот улицу, на которой у нас расположен Кргызфильм сегодняшний... Нет, Лесная. Вот когда ее перезахоронили, это же как раз тогда же кладбище-то рядом тоже как раз находилось. Так что она как бы лежит вот рядом с той улицей, на которой переименована, Аларчинском кладбище, похоронена. Но мне кажется, вы еще и были свидетелем много химии, какой-то химии между актерами тоже, наверное, потому что, окей, там режиссер делает свою работу, он смотрит на картину, а фотограф же все равно замечает какие-то такие моменты, когда, не знаю, происходит вспышка Хороший вопрос. Ты знаешь, сколько от фотографа зависело, да, когда он проводил фотопробы? Между актерами. Надо же было найти хорошую точку, ракурс. Да, ракурс. Ну и на площадке самой. Возможно, вы видели, замечали и фотографировали то, что мог не видеть ни режиссер, ни оператор, ни порой сами актеры, а вы ловили эти моменты. Вот как раз байки о кино на этом и построены. То есть я вот даже, как бы так образно говоря, но я говорю, что вот байки о кино — это памятник Киргизфильму. Да, абсолютно. С Володей Михайловым, который написал здесь все тексты, и который, кстати, молодец потом, вот то, что мы говорим о байках, то есть байки почему мы говорим? Потому что это устные рассказы, которые передаются друг другу. И каждый, что-нибудь там добавляет свое или переделывает, и поэтому мы не можем говорить, что это вот так было. То есть, примерно вот так было, поэтому это байки. И поэтому Володя Михайлов, он как раз ездил, искал свидетелей вот этих наших историй, кто был живой. Вот как раз уже Эрик говорил о том, что он даже в Израиль съездил к старейшему Юзу Герштейну и успел получить от него какие-то истории. Но тоже он также встречался с людьми или с детьми также тех людей, вот о которых и здесь рассказаны байки. И они как бы документально все-таки подтверждены, что это не мы выдумали там, что вот так было. Поэтому тут надо относиться к этим вещам не просто там каким-то анекдотам. То есть эти вещи все еще... Хроника, это письменная хроника. Да. Я сейчас как романтик продолжу свой вопрос. А как же любовь на сцене? Ну, имеется в виду в кадре. Ловили ли вы какие-то такие очень интересные моменты между нашими актерами, актрисами? Не знаю, про актеров и актрис я не могу сказать, а в группе происходили такие моменты. К нам, например, приехал парень, он здесь на Алых Маках из Сыкули, вернее, он снимался, он работал. При Мосфильме есть такой полк кавалерийский, который участвует во всех съемках. И такой венгер Стефан Адамча. Когда говорили: Стефан, ты откуда? Он говорит: из Ужгорода. Мы говорим: ты этот, бандеровец? Он говорит: нет, я венгер. Так он приехал, когда снимались Алые Маки из Сыкули. У них возникла любовь с нашей гримершей Татьяной Адамчу. Она уже потом стала Адамчей. Вот они женились, и он остался здесь и работал потом тоже все, сколько до конца нашего развала киностудии он работал. Кстати, он работал хорошим мастером по ремонту аппаратуры в цехе съемочной техники, поддерживал, помогал все вот эти приспособления делать, все. Так что отработал. Земляк Месороши, да? Да. Я вот сейчас открыл вашу книгу, которую вообще рекомендую всем нашим слушателям приобрести. Я не знаю, остались ли еще экземпляры. Потому что есть ли в наличии? 600 экземпляров я видела. У вас в наличии еще осталось или нет? Последний, осталось там 5-6 книжек. Да. Ну, в общем, мы разыграем в конце одну книгу, я в этом расскажу, это будет в конце выпуска. Книга называется «Байки о кино», которую вы написали вместе с Михайловым. Александр Федоров также является автором книги. И один знаковый момент, немного возражу, вот я сейчас открыл фотографию, где был Шамшиев на съемках своего фильма документального «Манасче». Вы рассказали удивительную историю, которая произошла во время съемок, когда он попытался остановить нашего Харалаева. Можете о ней рассказать, потому что так удивительно. Это мой друг есть такой, Тулиген Сыдыков. Он работает, он всю жизнь проработал как бы такой
не очень заметной роли, Мгм. мы иногда даже не понимаем, зачем это пишут в титрах. То есть есть режиссер-постановщик, а потом ниже пишут режиссер. Не замечали никогда? Еще один, да, второй, да, как? Режиссер. А это считается второй режиссер. Да. То есть есть режиссер-постановщик, а иногда, когда сложный фильм, бывает даже 2 или 3 Мгм. вторых Второй режиссера. режиссер. Это по работе с актерами, по работе с массовкой, если очень крупные фильмы, есть режиссер. Он был вторым как раз, да, Да, вот продюсером? он вторым, даже в этих байках там есть о нем рассказ о том, что вот есть еще такой человек, который второй режиссер, но он тоже очень важен. Да. Самый главный помощник режиссера. Организационно-логистические вопросы. Все вот эти дела. А начинал он тоже с помощника, пришел в кино, он работал и помощником режиссера, и помощником оператора, ассистентом оператора, кем он только не работал. Мгм. И вот он как раз рассказывал эту историю, когда Мелис Убукеев тоже вот он всю жизнь посвятил пропаганде Манаса, этого произведения. Он снимал несколько, у него 2 фильма есть, вот «Вселенная Манаса» последний, и до этого еще какой-то фильм, сейчас я уже не вспомню. И вот как раз он один из первых снимал Каралаева, вот его хронику. Именно снимал на синхронную камеру, то есть это вот то, что я рассказывал, вот эта огромная камера с моторами, все на самую серьезную камеру. И вот как раз сейчас все кадры, которые используются, часто берутся именно оттуда, из той хроники. И мой вот друг, этот Тулиген Сыдыков, он был занят с Геной Базаровым на съемках или «Материнского поля», или какого-то, и Мелис попросил, говорит, можно, чтобы он помог в этих съемках. И вот он как раз поехал помогать, и вот он рассказал такую историю, когда начали снимать Каралаева, а в кассете, в бобине 300 метров пленки влазит. А 300 метров пленки это 10 минут на самом деле. Нажал на кнопку, 10 минут и все. И когда они стали снимать Каралаева, то Каралаев разошелся, начал рассказывать, это транс, там транс вошел, все. И раз пленка кончилась, Мелис говорит, ну это останови его, пленку надо перезарядить. Он пошел его останавливать, а тот никак не может остановиться. Он полез еще ближе к нему, он его как дал, он отлетел на 10 метров. Сидя, человек, Сидя, читая, он ударяясь с такой Так его силой. махнул, что он отлетел на на 10 10 метров. метров и такой перепуганный все. А потом он, Каралаев, потихоньку остановился и говорит, ты, говорит, не смей ко мне, говорит, подходить, когда я в трансе. Я же в образе. Если я в образе коня, я, говорит, тебя могу копытом зашибить. Если я в образе там, воина, я тебя могу вообще проткнуть там копьем или что-то. Ты, говорит, я, говорит, давай придумаем что-нибудь другое. Там, ты возьми тряпку красную, говорит, и тогда передо мной помаши там, чтобы я останавливался. Представляешь? Кино – это изображение. Да. Какой бы режиссер великий не был, но если не будет изображения, Да. то кино не будет. Поэтому у нас, конечно, была плеяда таких кинооператоров очень мощных тоже. Ребят, я хотел вам рассказать об очень полезной и крутой кинопремии «Альтернатива», которая была создана по инициативе компании InDrive. В общем, они создали эту кинопремию для того, чтобы поддержать молодых начинающих режиссеров из нашего региона, которые снимают кино по важным социальным темам. И впервые она прошла вот в прошлом году. Было приятно, что 2 фильма из Кыргызстана стали победителями. Это фильм режиссера Мирлана Абдыкалыкова «Алакачу», который раскрывает проблему кражи невест. В мире порядка 460 миллионов женщин были похищены. И второй фильм – это короткометражная картина Достанова Мадалбекова «Сын своего отца». Стоит отметить, что премия выделила каждому победителю по $20 тысяч для того, чтобы поддержать их творческую деятельность. Я очень рад, что компания InDrive создала такую полезную для нашего региона кинопремию с достаточно такой весомой поддержкой. И таким образом они хотят помочь людям, которые раскрывают действительно социально значимые темы, которые в сегодняшнем кинопрокате не всегда являются приоритетными. Чон рахмат InDrive, чон рахмат всем людям, которые стоят за этой прекрасной инициативой, и поздравляю наших победителей. Ребят, обязательно рекомендую вам познакомиться с этими фильмами, которые, надеюсь, в скором времени уже будут доступны в онлайне. Спасибо большое. Сначала вот к нам, то, что ты упоминал, там Юрий Сокол, вот с первым учителем приезжал Георгий Рерберг, очень крупные, великие операторы, они были уровня мирового уровня они приезжали, и вот наши ребята, кстати, с ними работали, тоже ассистентами работали у них.
и получили тоже хорошую школу. И потом вот у нас был мощный кинооператор, это Кадыржан Кадыралиев. Я считаю, что он мирового уровня был. То есть иногда его говорили, что он кыргызский Русевский. Это на Мосфильме был Русевский кинооператор такого высочайшего класса. И говорили, что вот Кадыржан там кыргызский Русевский. Ну, я всегда начинаю сравнивать. Я считаю, что просто он был прекрасным кинооператором. И что интересно, выросла целая плеяда. Его сын Хасан тоже стал прекрасным кинооператором, который снял, по-моему, все казахские фильмы, самые крупные. Он и у нас тоже снял много фильмов с нашим с Актаном Абдыкалыковым, тоже целую серию фильмов снял. И вот его приглашали на казахские, на эти все фильмы, вот самые крупные фильмы он там снял. А теперь его уже сын, то есть это внук Кадыржана Кадыралиева, тоже уже теперь казахи приглашают его. Считают, что один из лучших кинооператоров Кыргызстана. Так что вот целая плеяда. А так вообще был у нас Марлис Туратбеков, очень хороший кинооператор, который начинал тоже вот на этих фильмах «Выстрел на перевале Караш», там везде на этих он тоже там работал. Сергей Чадин, например, в «Хронике», сейчас он еще живой даже у нас, вот за 80 уже, он очень хороший фильм. Кстати, с Изи Абрамовичем они сняли такие крупные фильмы «Вершина мира», еще что-то. Это заброс десантников на высоту 6-7 тысяч метров. Это были такие супер какие-то проекты, в которых он участвовал. И ходил там, не только на вертолете летал, а еще и ходил на эти 6-7 тысяч с кинокамерой. А вы представляете, что там каждый килограмм важен, там 200-300 грамм даже важно на этой высоте, что когда он несет, это важно. А он еще с кинокамерой там таскался. Хотя альпинисты помогали ему. Ну вот он такой был тоже. Так что вот есть такие люди. От кинооператора, конечно. Глаза режиссера, по сути. Манас Мусаев, который тоже вот снял «Белый пароход» и очень много «Мужчины без женщин». Тоже живой, недавно отметили его 80-летие. Мы, когда разговариваем с молодыми операторами, режиссерами на данный момент, они говорят, мы хотели бы прикоснуться к вот этому кыргызскому чуду, но в связи с тем, что многих не стало, мало информации и каких-то поучительных моментов запечатлено либо в книгах, либо там в аудио, да, в каких-то обучающих моментах, этого тоже очень мало. И говорит, и мы условно также практикуемся в казахстанском кино, в российском кино, возвращаются, пробуют разные жанры. И вот тоже, я вот тоже говорю, есть, наверное, либо я просто очень большой такой романтик, я верю в то, что, возможно, где-то тот опыт, который был в кыргызском чудо, и если мы вот так вот с Эриком и с другой молодежью будем это спрашивать у людей постарше, делиться, рассказывать, и, возможно, случится какой-то микс, и это будет таким неким трамплином для современного кино, потому что я очень сильно верю в наше кыргызское кино на данный момент. Да, оно где-то не профессиональное, возможно, да, оно где-то не, как сказать, недоработанное. Коммерческое, да. Но как будто бы... Начинается что-то новое, бурление, да, какое-то? Да, вот такое вот чувство. И, возможно, среди них есть такие же ребята, как и вы, которые хотели там стать операторами, но потому что я вижу на площадках, у меня очень много друзей, кто сейчас вот в сфере современного кино, и я вижу тоже очень много молодых ребят, которые горят, которые хотят снять свое какое-то кино. Когда с ними разговариваешь, причем мальчики 17-18 лет или девочки, которые приходят и также устраиваются ассистентами там, режиссера, чтобы принести чай, где-то загримировать, еще что-то. Но у них у всех горят глаза. И вы даже, когда сейчас рассказывали о каких-то моментах, я так за вами замечала, у вас так зрачки, и это вот так вот было, это так было. Поэтому, я думаю, что мне было бы очень интересно вам предложить тоже поработать вот, и посмотреть на эту кухню, как вот старая школа и как новая школа. Да, нужно упомянуть, что Мээрим, она собирается снять первое кино, где будут на площадке приглашены именно женщины, девушки. Это будет полноценный фильм. Я думаю, что это будет, конечно... Я буду тебе завидовать белой завистью, если Александр Павлович окажется на твоей площадке и сможет запечатлить. Это большая честь. Ну, я вот вижу уже со второго подхода к Александру Павловичу сейчас. Теперь я скажу. Давайте. Я ни грамма не осуждаю, что снимает там плохое или хорошее кино. Я очень рад, что кино не умерло. Потому что в 92-м году, когда мы вышли... Падок, когда был такой... И мы с моим напарником Салимджаном Джарабаевым, с моим коллегой,
сидели и печатали виньетки школьные, чтобы выжить. В огромном трехэтажном здании, в котором были только мы двое. Это цех обработки пленки. Машина стояла, умирала, батареи лопнули, потому что с них не слили воду. И мы 2 плитками с открытыми спиралями еще проявляли, печатали, которые можно было секунды, могло нас что-то все убить. И мы вот эти печатали виньетки, чтобы выжить. Анджабеки, скажите, пожалуйста, как вы познакомились с Александром Павловичем и начали с ним работу? Это в 80-м году, когда я пришел на киностудию, устроился в фотоцех лаборантом. Вот с того времени уже 44 года вместе. Да, А и А. A&A. А что вы можете сказать о Александре Павловиче как о значимости фигуры Александра Павловича для отечественного кинематографа? Ну, что можно сказать? Саша, он очень сам по себе скромный, тихий, такой профессионал. И в этом скромности его и заключается, видимо, вот этот масштаб его величия. Потому что, ну, мы как-то работаем, ну, у нас нет помпезности, понимаешь? Мы просто скромно выполняем свой долг, делая фотографии, оставляя историю. А если говорить про любимые работы Александра Павловича, у вас есть любимые работы его? Ну, это, конечно... Субъективно максимально. Серия Айтматова, я думаю, это... Где он действительно как бы через себя вот это пронес, следя за его образом, за его жизнью, за творчеством. Супер. Спасибо большое. Спасибо. Алюбайке. Кайф. Здорово. Я на ваш фотоаппарат смотрю, меня же Кикос. Не, это не фотоаппарат. Нет, ну, это... Все хорошие фотоаппараты у нас уже 25 лет лежат в сейфе под замком. Именно пленочный фотоаппарат. Да. Фотоаппарат. Я вот недавно приобрела себе Fuji. Ага. Ну, я тоже Fuji. X-T2 у меня. А, у меня X-T5, который вот... О. Я Ну, подкопила, я молчу. я только работала. Я подкопила, взяла себе и вот, короче, тоже пробую. А начинала с Canon ага. 500D, Да. 12 там назад, вот, потом я его апгрейднула на 60, потом Мгм. у меня пробел сильный был с появлением Инстаграма и телефона, Мгм. вот, и я понимаю, особенно вот когда последняя модель айфона вышла, я фотографирую, и вот чего-то не хватает. Я говорю, мне кажется, как будто снова нужно переходить. Я нашла свой старый фотоаппарат, щелкнула, у меня прям сердце так тыц. Хочу немножко Майрим напугать. То есть это вот фотоаппарат такой, видишь, вот он кажется плоский, да, нормальный. Здесь формат кадра 6:9. Но на самом деле он вот такой. Вау! Это ваш первый фотоаппарат? Да, это первый фотоаппарат, на котором я фотографировал. Это какой год? С какого Ну, года? это вот 60-е годы. Самое главное, конечно, все равно голова, не аппаратура, а самое главное, что снимать. Не чем снимать, а что снимать. То есть, как в наши времена мы еще говорили, что можно снимать спичечным коробком. А почему так говорили? Потому что был журнал «Юный техник», и там было даже, можно было сделать фотоаппарат из спичечного коробка. Вау. То есть там вот эти 2 кассеты, раньше кассеты, в которые пленки заряжались, можно было приклеить к спичечному коробку, пропустить там, заклеить черной бумагой, сделать маленькое отверстие без объектива просто в этой коробочке, и можно было уже снимать. Да, вот, то есть вот такие вот были вещи, когда было сложно с аппаратурой, то вот умельцы находили, как сделать, что можно было фотоаппарат сделать из спичечного коробка. Вот чаще всего же говорят, ой, мне сделал фотографию, это на фотоаппарат у тебя хороший. И ты думаешь, нет, дорогой мой, это глаз мой хороший, ракурс. Видение, да, в первую Да, очередь? видение, Конечно, конечно. Глазом. И все-таки это получилось, какое-то время прошло, и потом к нам пришло понимание, что мы нужны, мы оказались востребованы уже в сфере более туризма и рекламы каких-то, мы поднялись и перешли на другой этап. Но вот какое-то время нам приходилось вот это трудно, конечно. И потом мы уже платили деньги киностудии, не нам киностудия платила, а мы киностудии платили за то, что мы там работали. И с наших денег еще мы, вот тоже очень интересный момент, что помогали на 9 мая, собирались ветераны,
там в этом небольшом фойе, накрывали стол, поварили плов, и мы вот эти деньги, которые мы заработали, мы туда вносили, помогали ветеранам тоже. Вот это тоже греет душу, думаю, вот надо же, вот все-таки, как происходит иногда вот так, вот эти приходили, благодарили нас, что вот они смогли покушать, там какой-то пакетик им давали с какими-то там продуктами. Несколько лет вот происходило такое. А потом произошло вот то, что мы говорим, что все-таки появился тот Актан, появился Абдуджапаров, появился Берназаров, появились какие-то новые волна все-таки режиссеров, которые что-то начали делать, а за ними уже не просто волна, а целый вал пошел. Да. И сейчас смотришь, я говорю, удивляюсь, как 20 фильмов, сколько? Вот это организм продолжил свою жизнь, да, Да, и и продолжает. Но это с другой Естественный. стороны, это неплохо, что много. Это же все равно, это как бы, как говорится всегда, шелуха потом как бы отсеется, и где-то кто-то все-таки все равно это вырастет из этого. Да, 100%. И поэтому тоже нельзя говорить, плохое кино вообще не снимайте. Не надо, пусть снимают. Я только за, пожалуйста. Ваша первая встреча с Чингизом Айтматовым? Ну, как бы такой прям конкретно я не знаю там встречу, чтобы я так встретился прям с Чингизом Айтматовым, но просто получилось так, что как бы я вырос на его книгах, если можно сказать. То есть вот эти первые произведения его, то есть Тополёв, «Мой в красной косынке», «Джамиля», «Прощай, Гюльсары», «Пеги, пес, бегущий край моря», это для меня были просто произведения, когда я их прочитал, для меня это были просто феномен. Потому что в те времена, вот как раз 70-е годы, было очень модно зарубежные писатели. Хемингуэй, Фолкнер, то есть я читал это все, и когда это попадало к нам, я просто запоем это читал. Но я считал, что Чингиз Айтматов нисколько не ниже, когда его произведения читал, то, что он мне очень был близок. И когда я пришел работать в кино и стал работать фотографом, и когда мне говорили, надо съездить в Дом кино, там Чингиз Айтматов встречается с кем-то, я, конечно, я говорю, я первый там. Там же нас был, я не один был, у нас был фотоцех, 7 человек, и я первый, конечно, всегда бежал. И вот мне было очень интересно наблюдать за ним, фотографировать его. И вот, кстати, я принес там фотографии, мы их убрали, там как раз есть целая серия. Можно достать? Да, конечно. достанем, пожалуйста. Давайте принесу сейчас. То есть я любил за ним наблюдать. То есть, ну, вы знаете, киношники, что есть длиннофокусный объектив. Я как бы снимал какое-то событие, а потом брал длиннофокусный объектив и просто наблюдал за ним. И вот целая серия фотографий, наблюдений. Вау. Вот эта фотография, конечно, смотри. Очень крутая, да. Вот. И вот одна из моих тоже пойманных фотографий, которую я считаю тоже, вот это тот он с женой Марией тоже. Вот это из классики. Это невероятная фотография. Очень. Очень такая. Когда проходили вот эти всякие совещания, заседания, конференции, а Чингиз Старикович всегда сидел на переднем там ряду где-то там. Я за ним наблюдаю, а там же все доклады там 45 минут этот докладывает, 45 минут этот. И я смотрю, Чингиз Старикович уходит. Я уже ушел, я думаю, он, наверное, там пишет свое произведение в уме. То есть для него вот это бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу проходил, отрубался, и там где-то, наверное, был в своем мире. То есть вот как бы вот этот вот образ, как бы я Он считаю, очень подходит к вашему рассказу о том, что Манас, точнее, Чингиз Старикович был в неком роде монасчи. Потому что у него было моменты, что по воспоминаниям, да, что он писал на ходу. То есть у него что-то приходило, какая-то идея, он мог стоя сразу исчерпывать листочек, и у него происходит какое-то наитие. И в этом плане он похож был на наших монашей. И здесь вот, может быть, тоже один из моментов, когда он начинает что-то у себя. Я наблюдал иногда так вот, когда, потому что, ну, в конференции, там, как всегда, там поснимал того, и потом ля-ля-ля, и вот я раз где-нибудь находил место и наблюдал за ним. Снимал вот такие вот как раз видеонаблюдения, находки. Потрясающие кадры. Искренняя улыбка здесь. Смотрите, я что предлагаю сделать. Наши зрители, которые посмотрят наш подкаст, заслуживают, конечно же, какого-то подарка от нас. И мы хотим разыграть одну книгу
авторства Александра Федорова, посвященную Чингизу Айтматову. И для того, чтобы это сделать, нам нужно придумать какой-то конкурс, какое-то условие в комментариях. Есть несколько вариантов, что это может быть. У меня почему-то идет ассоциация, возможно, это связано с... Должно по-любому связано с крымским кинематографом, да, я так полагаю. Скажите, пожалуйста, Александр Павлович, может, у вас есть какая-то идея, может, какой-то вопрос, для какого конкурса, где за лучший ответ мы потом выберем комментарии, вам выдержку дадим, и вы выберете оттуда, мы вместе, может быть, это сделаем. Самый лучший, этот человек получит подписанную автором эту прекрасную книгу о Чингизе Туракуловиче. Как вы думаете, какое это могло бы быть задание? Загрузили на ровном месте, да, Александр Павлович? Да нет, не проблема. Я могу, наоборот, перезагрузить вас. Да, мы только рады. Как думаете, что может выполнить наш комментатор, на какой вопрос ответить, либо что-то свое воспоминание, неважно. Здесь любая свобода. Можно вот наоборот неожиданно так взять и Альгиса Видыгириса взять. Фильм «Нарынский дневник». О чем этот фильм? «Нарынский дневник», написать, о чем этот фильм. Да. Но они сразу в интернет зайдут, там буквально кратко посмотрят, там же нам нужно выбрать лучше, они несколько правильных ответов дадут, и нам сложно будет. Нужно, знаете, индивидуальность какая-то проявиться должна у человека. Чтобы он не сразу зашел в интернет. Может быть, это... Сейчас так сразу скинуть. Может, мы оставим вот то, что Александр Павлович сказал, но мне кажется, мы можем выявить то, где просто скопировали, либо делать какое-то мини, там, не знаю, сочинение, что вы почувствовали или что вы думаете. Может быть, такое что-нибудь? Есть фильмы, которые мы перечислили, да, много разных фильмов. Может, попросим человека поделиться своей историей, как какой-то фильм повлиял на его жизнь. Какую-то маленькую историю. Мы же все-таки пишем о байках, да? Конечно, конечно. И давайте человек должен написать свою байку, которая связана, может быть, с его бабушкой, как она с кем-то там знакома была, либо съемки проходили. Ну вот, конечно, тут как раз они могут, может, кто-то даже поучаствовал. Да. Вот если брать даже тоже Чингисхан, там же тысячи людей поучаствовали. Съемки фильма «Чингисхан», кстати, да. Кажется, что мы еще с вами еще раз даже будем встретиться и поговорить уже о позднем периоде кыргызского чуда. В общем, мы решили, мы дарим книгу Александра Федорова, посвященную Чингизу Айтматову, за подписью для самого интересного комментария, который скажет свою байку, связанную с кыргызским кинематографом. Самый лучший комментарий автор выберет, и мы вручим этот подарок. Хочу сказать вам большое спасибо за эту прекрасную беседу. Это точно наша не последняя беседа. Как я говорил, невозможно уместить все эти замечательные истории, которые описаны в вашей литературе. Хочу вам сказать большую признательность, большое вам спасибо за этот письменный памятник кыргызскому кинематографу, который вы написали. С нетерпением ждем вас следующей книги вашей, которая уже готовится. И надеюсь, что вы станете человеком, который еще долгие годы будет радовать нас живыми воспоминаниями. Вам 74, вы потрясающе выглядите. Да. Как говорят у кыргызов, жүзге чыкыңыз, да, жүзден чыкыңыз, да, по-моему, да. Живите долго, живите до 100. Вам большое спасибо и до скорой встречи. Да. Ребят, вы подписывайтесь, колокольчики, лайки, это соуп. До скорой встречи. До скорой встречи. Также хотелось бы выразить огромную благодарность ресторанному комплексу Seven за предоставленную локацию. Да. Мы сегодня в прекрасном месте, хотя Александр Павлович нам предлагал другое место, но мы все-таки остались здесь. Спасибо вам большое. И еще раз вам спасибо. Мне кажется, у нас была настолько интересная беседа, что у Сармай даже один вопрос только был. Сегодня. Ребята, еще съемочной команде всем спасибо. Да, всем спасибо. Аригато гозаимасу. Кайф.